Я, подожди. Ау! Я на осу наступил там. Пошел. На осу. Вот там ос. Ага. Больно. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Рады приветствовать вас снова в нашей рубрике «Музей летних рецептов». И сегодня мы будем готовить рыбу. Как раз прошлый выпуск изготовлением лепешки и методом восстановления как раз производства муки вам очень понравился, и мы решили сегодня уже приготовить рыбу. Для этого нам надо его поймать, и ловить рыбу мы будем уже одним из традиционных методов для Якутии. Это верши. По-якутски будет ту. Верши мы будем делать из стальника. Такой метод ловли рыбы распространен во всем мире. Разные народы используют его испокон времен, чуть ли не с каменного века. И верши мы будем делать из стальника. Для этого нам нужны как раз свежие побеги прошлогодние. Они идеально подходят. Мы будем из них плести примерно как корзину. Как раз они гибкие, их легко добывать. К сожалению, у нас нож маленький. И надо сказать то, что рыбаки в Якутии были тоже не самым богатым слоем населения. Их иногда даже называли обидным словом, можно сказать, самохатар. Это один из методов приготовления рыбы. Об этом мы еще чуть позже раз поговорим. Для изготовления верши нам нужны примерно вот такие. Толщиной это примерно сантиметр. Они в высоту выше моего роста, чтобы легко было изготовить. Именно длинные, если большие нам понадобятся верши, либо отрезать ненужные. И самый главный плюс именно свежих побегов, они мягкие. И толщиной они не сильно толстые, и из-за этого их плести удобно будет уже в дальнейшем производстве. Все, закончили как раз все, собрали. Надеюсь, хватит этого нам, этой кучи. Все очистили от сучков, от листьев. По размерам все вымерили, сколько нам надо. Примерно столько и должно хватить. Такой толщины, такое количество. Довольно много на внешний вид, но если все сплести в единое целое, это одна верша должна быть, по нашим расчетам. Мы собрали уже, приехали на место производства, так скажем, у себя в музее будем делать. И сейчас уже сперва начинаем сортировать, выбирать самые прямые, удобные нам жердинки, так скажем. И будем делать сперва основу, каркас. Сперва вначале мы решили сделать саму ловушку. Заостряем концы палок, и она будет служить именно как воронка, куда рыба заплывает и обратно не может заплыть. Для этого мы заостряем, чтобы она была более эффективной. Все, наверное, в детстве сталкивались с таким. Это когда делали корчаги. Принцип тот же самый, только это не банка, не бутылка, а именно дерево. Не знаю, как у наших предков было, скорее всего, у них были какие-то матрицы, наверное, уже с готовыми отверстиями, куда они вставляли. Для убыстрения процесса. Процесс с этим уже ускорялся. Это наши такие догадки. В наши дни я не видел, что люди такое делали, но из-за этого это наш самый первый опыт. И так скажем, с вами впервые это все делаю.
будет для этого сходить к инвесторам. Ну, дальше работа очень похожа на плетение корзины, но метод это мы сами придумали. Сейчас только что из этого, может быть, и в старину делали не так. Ну, по мне похоже очень. Подошли уже к основному моменту, уже форму держит, стала более-менее крепкой, конечно, выглядит очень хлипко, но конструкция у нас получилась такой более-менее плотной. Подошли мы к финишной прямой, вот сделали основную работу, основную часть каркаса, вот так она будет выглядеть. Осталась у нас, конечно, самая последняя часть, это у нас удерживающая воронка, ловушка. Она тут будет крепиться, мы сейчас ее будем делать. Ну, последняя часть вот осталось закрепить вот один прутик, и на этом каркас у нас закончен. Ну, крепили мы очень просто, нанизывали. Тут вот это отрезать и засунуть сюда. Работа была долгой. Делали мы всего лишь 3,5 часа. Не как в прошлый раз 5 часов муки мололи. Тут быстрее относительно уже. Приступаем к производству уже, как сказать, самого главного. Это у нас ловушка, куда будут заплывать и застревать наши верши. Самый ответственный момент нашего сегодняшнего действия. И финишная прямая. Вот мы подошли. Вот мы закончили последнюю часть нашей верши, ловушку, которая должна ловить рыбу. Ну, попробуем положить его на место. Ну вот, почти как задумывалось, влезла, слава богу. Ну, стоило немалых усилий, уже примерно 5 часов кропотливой работы. И в дальнейшем уже ловля рыбы. Ну, это уже будет в озере. Мы будем ловить якутских карасей. И вот мы на берегу озера, недалеко от города Якутска. Ну, уже первое боевое испытание нашей ловушки. Вот, ну, мы добавляем приманку, аналог нашей традиционной лепешки, бездрожжевой хлеб. Его просто кладем внутрь. Самое главное, добавляем груз, потому что наша верша будет всплывать, так как он из дерева. И закрепляем. Процесс простой, просто одеваем, он сам уже фиксируется из-за своей конструкции. И уже сам процесс. Установка верши очень простая. Находим такой удобный берег для нас. Желательно, чтобы была трава, потому что рыба водится в травяной местности. И просто утапливаем. За счет уже камушка у нас ловушка легко уходит под воду.
Ну и сам процесс, вот на этом все. И теперь самое тяжелое. Ожидание осталось. Ну, подождем где-то 2 часа, может 1,5. Посмотрим, сколько рыбы заплывет в нашу ловушку. И посмотрим, какая рыба поймается. Ну, желательно, чтобы был карась якутский. И в дальнейшем уже после добычи мы разделаем рыбу и уже приготовим сам процесс. Как раз наш сам рецепт пойдет. Прошли уже сутки. Примерно где-то в этой территории у нас лежала наша ловушка, верша. И наступил тот момент. Сейчас надеемся, что у нас рыба попала в нашу ловушку. Никто его не трогал. К сожалению, ловушка у нас абсолютно пустая. Абсолютно. Ну, уже на этом озере мы не будем ловить. Нам придется менять озеро. Но это будет в черте города, либо в самом внутри города. Посмотрим еще, подумаем, пообсуждаем с коллегами и решим. Доброе утро, уважаемые подписчики! Идет 3-й день нашего эксперимента. Но сегодня мы уже в городе, на озере Щорса, хорошо знакомом вам месте. Тут уже точно есть, обитает рыба. И надеемся сегодня, что рыба попадется в нашу ловушку. Стандартно у нас наживка — это хлеб обычный с грузиком. И погружаем уже нашу вершу. Все. Ну, вода оказалась глубже, чем мы ожидали. Глубиной где-то метр, может больше. У меня рука, надеюсь, дойдет уже в следующий раз. Ну, проверим примерно час, через 1,5. У нас прошел час. Наступил момент проверки ловушки. Ну, рыба у нас, кажется, тут в этом озере есть. Точно. Сейчас проверим нашу ловушку. Ловушка погрузилась у нас довольно глубоко. О, рыба есть! Поймали, наконец-то. Улов, смотрите, довольно такие большие, крупные особи у нас карасей. Вот. И уже продолжение у нас будет приготовление. Приготовим мы его методом нанизывания, как шашлыки, на углях. Ну и это будет якутский традиционный метод. Один из методов прожарки рыбы. Уже встретимся на приготовлении. ЮТГ. Наступило время ужина. Вечер поздний уже почти. Мы у друзей в частном участке и как раз сейчас будем готовить нашу рыбу. Вначале разделаем, убираем кожуру. Ну, все делается стандартным путем. Многие люди у нас в Якутии это дело очень хорошо умеют. У нас в Якутии у рыбаков есть одна из среди рыбаков самая известная личность. Майяр Табетхара, довольно крупный человек, Бото. Известный среди рыбаков. Рыбаки у нас были довольно бедным классом населения, и они не самые известные люди были. Но Майяр Та среди них такой самый крупный, сильный воин, которого уважали в свое время. Историческая личность. Вот. Он как раз рыбу ловил при помощи верши. Похожих верш, которые мы делали. Конечно, технология может немножко иначе отличалась, но принцип тот же самый был. Он, как говорится в мифах, ловил рыбу не только у себя в Аласе. Он проходил очень большие расстояния. Он закидывал свои ловушки, верши в самих Барагонцах, даже в Мегино-Кангалском улусе, в местности Тюнгулю. Сейчас там стоит деревня. И вот в таких дальних расстояниях он ложил ловушки и в течение лета просто переезжал с местности на местность и собирал рыбу. И улов у него был, как говорится, был очень большим. Наступил самый сложный момент, мы как раз будем доставать желчь. Как по методике 3-е ребро вскрываем и достаем внутренности аккуратно.
убирают оттуда желчь. Ну, желчь, она такого желтого цвета, она должна выйти у нас вместе с кишками. Вот как раз у нас попалась, кажется. По внешнему виду очень похоже на желчь было. Пока костер сгорается, мы уже нанизываем рыбу. Ну, эти палочки мы изначально уже изготовили. Они, наточены, специально заострены. Процесс, конечно, очень простой. Нанизываем. И как раз такие нанизанные рыбы уже у них желчь полностью вытекает. Деревянные палки. Процесс несложный. Рыбы большие, из-за этого трудностей при нанизывании нету. Главное, только надо быть осторожным. Ой. Наступил долгожданный момент, самый важный момент сегодняшнего дня. Рыба у нас почти приготовилась. Вот, карась для якутов. В данное время эта рыба очень уважаемая для якутского населения. Это было не всегда так как очень долгое время рыбой питались только бедняки, но уже в 40-е годы с наступлением голодных времен с Великой Отечественной войны, вот, если брать примером черкчинских переселенцев, их спасла только именно вот эта рыба. И в связи с этим сейчас, в наше время, эта рыба уже очень хорошо уважаемая. И уже профессия рыбака это одно из уважаемых для тех времен было. Ну и попробуем нашу рыбу. Ну, рыба хорошо прожарилась. Пробуем спинную часть. Ну, как сказать, по вкусовым качествам рыба очень хорошо получилась. Покажи-ка. Чувствуется вкус копчености. Конечно, внутренняя часть может быть немножко сырой, но мы сейчас спинную часть первую рыбу попробуем. Мясо мягкое. Ну, но самое главное, что отсутствие соли никак не чувствуется. Именно вкус копчености, дыма, что перебивает, и на вкус рыба вкусная, приятная.